Здравствуйте, Ренат Маратович. Меня зовут Алтын, модератор конкурса. Здравствуйте, Ренат Маратович. Добро пожаловать на специальное интервью для наших участников конкурса Open Space. Добрый день, Айжан. Сегодня я бы хотела задать вам пару общих вопросов и вопросы от наших участников. Я хотела у вас спросить, что такое инновация простыми словами для людей, которые не понимают, что это такое. Лично для меня это очень сложное слово. Я не понимаю, что такое инновация. Это что-то необычное, экстраординарное. Например, мы все привыкли дома, да, с покатой крышей, да, оцинкованной или из профиля. А тут вдруг сосед построил дом, и у него крыша стеклянная. Это инновация. А вот в чем разница инноваций от усовершенствованных продуктов? Усовершенствованные продукты – это продукты, которые нам постоянно встречаются. Опять же, с этим домом, да, вы просто на эту крышу поставили, допустим, еще солнечную панель. А инновация – это принципиально что-то новое, совершенно, которое до этого не встречалось. Как, допустим, этот дом со стеклянной крышей. Спасибо. А вот как вы считаете, в каких науках нужно инвестировать в Казахстане, чтобы впоследствии получить экономическую выгоду? Мое серьезное убеждение в том, что практически все науки сейчас, они развиваются по пути, по определенному заданному тренду, который регламентируется просто современными открытиями в IT-решениях. Первый тренд – это миниатюризация всего, и второй тренд – это цифрование, это цифровизация. Вот в этих двух рамках развиваются практически все современные высокотехнологические операции. Области они затрагивают все. Я не хочу сказать, даже, я сам базово все-таки химик-технолог, и я работал на очень большом заводе, где там какое-нибудь оборудование больше, чем это здание, в котором мы сидим. Но можно представить и вообразить, допустим, да, что такое оборудование, оно может помещаться на кухне. Вот в современном мире его можно разместить на кухне и делать то же самое. Потому что IT-решения и возможности делать изделия меньше и меньше микроскопических размеров, они позволяют идти вот по этим направлениям. Любую отрасль. Вот я недавно читала, что государство и компании вообще понимают, что инновации должны стать национальной идеей. Вот на каких отраслях нужно сосредоточиться, вот прям по вашему мнению? Я думаю, что прежде всего, лучше всего государству не касаться этого вопроса, а регулировать эту сферу какими-то налоговыми или инфраструктурными преференциями. Как, допустим, сделать какие-то удобные, максимально дешевые коворкинги, площадки для работы, да. Вот мы в Астане, такой есть там на бывшей территории Астана Экспо, такие парки. Плюс регулировать, снижать, а может вообще устранять налоговые нагрузки. И тогда молодые люди сами будут придумывать, сами создавать, сами творить и, безусловно, стараться монетизировать эти вещи. А без требований рынка монетизировать ничего нельзя. Спасибо. И вот буквально последний вопрос. Вы являетесь руководителем конкурса Open Space. И мне хотелось бы узнать, что помогает идентифицировать направления, которые станут прорывными? Смотрите, мы решили совершенно принципиально сделать вот эту идею Open Space как такого действительно коворкинга. То есть у нас нет идеи там быстро-быстро отсеять и выбрать каких-то финалистов. Мы тянем всех. Мы всех
стремимся сделать более профессиональнее. То есть Open Space это такая платформа, которая позволяет молодым людям ближе, полнее понять инвестора, который может инвестировать в их проект. Потому что на старте, и как правило на старте своих идей, когда они их воплощают, они смотрят на эту идею совершенно противоположным взглядом, чем на нее смотрит инвестор. А надо так, чтобы научить молодых людей взглянуть на предмет своего творения не как на предмет обожания, а критически взглядом инвестора. И вот эта площадка, она помогает, она образовательная в этом плане. И такой формат, он вообще уникальный, Open Space. Спасибо. И вот последний наш вопрос. А вот как вы отличаете действительно классное содержание от классной упаковки? Мой покойный отец говорил что вообще, что 21 век – это век упаковки. Любую самую ничтожную вещь, ну, он чуть грубее сказал, любую самую ничтожную вещь можно завернуть в красивую упаковку. И это на самом деле так. Сейчас вот век пластика, и упаковки могут быть самыми красивыми. Я вообще вот с младшим ребенком мы даже стараемся все наши подарки кому-то, не только родственникам, но и друзьям, мы готовим и упаковываем сами. Покупаем все эти материалы и стараемся, поскольку упаковка, она тоже передает часть творческого начала. Ну, если серьезно, то, конечно, содержание, что внутри подарка, оно тоже очень важно. Да? И поэтому, безусловно, инвестор поймет, потому что он будет вкладывать деньги, а это очень щепетильный вопрос. И он распознает, где обертка, а где содержание. Поэтому должен быть здесь и баланс. Обертка тоже важна в виде представления проекта, в виде коммуникабельности открытой, заманивающей такой, потому что все равно это рынок, это необходимость продажи продукта, но в то же время нюансы важны и содержание. Именно поэтому мы вот на нашей площадке Open Space мы очень активно работаем над тем, чтобы содержание значит, вот, того продукта, который делают ребята, оно было бы полноценным для понимания его перформанса, его характеристик для нужд Первое. рынка. Мне бы хотелось узнать, как превратить свою мечту в жизнь от идеи в первые начинания? Для этого очень, казалось бы, ну, просто ответить на этот вопрос, но сложно реализовать. Если у вас есть идея, чтобы ее воплотить, ей нужно поставить срок воплощения. И нужно прописать, какие для этого вам нужны ресурсы. Что вам нужно для того, чтобы вот в этот срок реализовать эту идею. Казалось бы, нет ничего проще. Но на самом деле это довольно сложные вещи. И поэтому вот наша площадка Open Space помогает и в этом тоже. Отлично. На данный момент у нас очень много участников, и многие, думаю, задаются вопросом, как в этом большом потоке информации и конкурсов не потерять свою уникальность. Это же идея самих авторов. Эту идею не мы вложили им, а мы помогаем просто переложить эту идею в цель, в задачи, которые надо решать, и в те пути, как ее монетизировать. Вот, в общем-то, наша цель. Исходная идея – это идея всех участников. И поэтому лучше ее они не представляют
мы не можем представить ее лучше, чем ее автор. Отлично. Так как наш конкурс, он инвестиционный, то есть многие конкурсанты задаются вопросом, как же наладить коммуникации между своими идеями и потенциальным инвестором? Как научиться слышать советы или критику? Да, спасибо за вопрос. На самом деле ни один инвестор, он не будет рассматривать идей, потому что идея – это нечто абстрактное. И, как я уже говорил, вот отвечая на первый вопрос, чтобы, скажем так, превратить идею в реальность, реализовать, превратить в то, что можно пощупать, потрогать, для этого нужно приложить некоторые усилия. И инвестору важно как раз не идея, а что из этой идеи вытекает в виде там, продукта, решения, реализации, что можно потрогать, понюхать, обнять там, и увидеть не абстрактно, а реально, визуально. И вот здесь как раз и есть вся сложность перевоплощения идеи в реальную цель. Отлично. И еще один вопрос, но он скорее от конкурсантов. Многие задаются вопросом, почему у нас есть возрастные ограничения в конкурсе. Вообще наш проект направлен в основном на студенчество. Все-таки здесь очень важно, поскольку в том случае, если инвестор заинтересуется каким-то проектом, то очень важно, чтобы наши участники были совершеннолетние и могли сами подписать этот контракт с инвестором. Поэтому как бы нижняя планка, вот исходя из этого, потому что ниже 18 лет юридические подписи, они уже не имеют смысла для несовершеннолетних. Ну а возрастное ограничение, может быть, оно даже чуть-чуть натянуто. Вот, я думаю, все-таки у нас больше молодежи, которой 20-30 лет. Да. Отлично. Сейчас молодежь вроде до 35 лет. Да. И вот этот вопрос, он от нашего конкурсанта, но от архитектурного конкурса НТЦ. Да, замечательно. Иван интересуется, все ли прошли во второй тур конкурса НТЦ? Очень хороший вопрос. Смотрите, Open Space, наша площадка, она принципиально отличается вот своей формой от любых других конкурсов. У нас нет цели быстро-быстро всех отсеять, рассеять и выявить там лучших. У нас не бег на короткие дистанции, кто быстрее прибежал. Наша идея и наша форма этой площадки образовательная. Мы помогаем как раз ребятам идею воплотить в реальность. И поэтому все, кто желает участвовать, максимально мы стараемся максимально им помочь. Но при этом не стоит задача у менторов отсеять. Конечно, те, кто есть те, которые подали заявки, да, потом пассивно, в общем, так и не продвигались по тем контрольным мероприятиям, которые мы просили. Ну да, с такими мы как бы попрощались, но основная масса, которая видит, показывает позитивную динамику, желает, наша задача не отсеивать, а помогать и нести образовательный смысл. Отлично. Ну и последний вопрос, он лично от меня, потому что вы очень занятой человек, мы вас еле выловили здесь в Астане, и нам всем очень интересно, что же вас мотивирует? Вы очень, как я уже говорила, занятой человек, но вы активно участвуете в нашем конкурсе, всегда делитесь своими комментариями. Смотрите, я вообще люблю детей, люблю молодежь. Даже вот час, проведенный с вами, с молодыми журналистами, он меня внутренне омолаживает.
Работа со студентами для меня персонально, она несет позитивный настрой, и я прямо дышу молодостью, выходя после общения со студентами. И это меня очень здорово мотивирует. Я люблю работать с молодежью, я люблю работать, ну и работаю с детьми, в основном собственными, но наиболее вот активная часть это, конечно, студенты, с которыми я уже работаю больше 15 лет на протяжении вот этого периода. Спасибо. Пару слов для участников конкурса Open Space. Не бойтесь, пусть идеи брызжут из вас самые экстраординарные, самые фантазийные. Это очень хорошо. Мы здесь как раз призваны, и менторы, взвешивать, помогать, продвигать, реализовывать, запаковывать, переводить ее в реальный формат. Поэтому от вас требуется как раз больше креативности. Ну и слушать менторов, это поможет вам продвинуться в проекте и, возможно, даже получить финансирование инвестора. И посещать тренинги. И вовремя сдавать все. Тренинги очень полезны, они не такие накладные, это всего 1 час времени, да, в день, но они очень полезны. Мы подбираем спикеров очень хороших, которые как раз помогают в тех действиях, которые необходимы для реализации проекта. Спасибо вам большое, было очень интересно. Всего доброго. До свидания. Да, я тоже призываю всех, кто нас слушает, участвовать в Open Space. Ну, конечно, в этом году проект в разгаре, но мы намерены проводить его каждый год, поэтому присоединяйтесь на следующий год со своими идеями. Не бойтесь, пусть у вас даже будет просто идея, может быть, даже вы немножко считаете ее глупой. Это не важно, присоединяйтесь. Да. Спасибо большое. Да, всегда рад. Спасибо. Так, теперь...